Граждане Таджикистана узаконили за 1,5 года денежные средства на сумму свыше около 220 миллионов долларов. Власти Таджикистана пригласили в страну специального докладчика ООН по вопросу о свободе религии и убеждений. В Душанбе заявили, что производство и контрабанда наркотиков из Афганистана растет. Новую мечеть в Душанбе планируют открыть в этом году. Граждане Таджикистана узаконили за почти 1,5 года свои незадекларированные денежные средства на сумму свыше 2,3 миллиардов сомони, а это около 220 миллионов долларов. Об этом сообщил председатель Национального банка страны Хаким Холикзода официальному изданию парламента республики Садои Марду. По словам главы НБТ, легализованные гражданами с 30 августа 2021 года до конца 2022 года деньги, вложенные в банк в качестве срочных депозитов, это 501 миллионов сомони, инвестиции 904,6 миллионов сомони и оставшаяся часть 929,7 миллионов сомони на другие направления. Легализация капитала и активов граждан в республике проходит в рамках закона об амнистии в связи с легализацией имущества и денежных средств граждан Республики Таджикистан с 5 июля 2021 года. Первоначально срок действия этого специального закона составил 1 год, однако в июне минувшего года его продлили еще на 1 год. Этот шаг тогда Хакимзода объяснил усовершенствованием закона. Поправки, кроме продления срока закона, также предполагали включение в список амнистируемых денег и имущества, земельных участков и недвижимого имущества в сельских местностях, которые годами использовались без должного документального оформления. Кроме того, глава НБТ тогда отметил, что внесение поправок способствует устранению барьеров для легализации драгоценных металлов и камней, расширению возможностей граждан страны по легализации денежных средств и дополнительных государственных гарантий. Хокимзода добавил, что поправки и продление срока действия закона содействуют притоку капитала в финансово-банковский сектор, созданию новых компаний и рабочих мест, увеличению капитала действующих компаний, улучшению платежного баланса страны в определенной мере и другое. Власти Таджикистана пригласили в страну специального докладчика ООН по вопросу о свободе религии и убеждений. Об этом председатель комитета по делам религии, упорядочению национальных традиций, торжеств и обрядов Суляймон Давлатзода сообщил 3 февраля на пресс-конференции в Душанбе. По словам Давлатзоды, приглашение спецдокладчику ООН уже отправлено. Глава комитета по делам религии рассказал о приглашении спецдокладчика ООН в ответ на вопрос информагентства «Радио Зоди» об ограничениях религиозных свобод в Таджикистане, за что таджикские власти постоянно подвергаются критике международных правозащитных организаций и западных стран. Так, в ежегодном докладе Госдепартамента США о свободе вероисповедания в разных странах мира отмечается, что начиная с 2016 года Таджикистан состоит в черном списке стран-нарушителей религиозных свобод. Суляймон Давлатзода в очередной раз отверг обвинения в нарушении религиозных свобод граждан. Ранее Комитет по делам религии, упорядочению национальных традиций, торжеств и обрядов заявил, что доклад Госдепа США не отражает реальную ситуацию с религиозными свободами в Таджикистане. В Таджикистане, как правило, обосновывают все свои решения по ограничению каких-либо свобод борьбой с экстремизмом и радикализацией общества. Производство и контрабанда наркотиков из Афганистана растет, несмотря на заверения движения «Талибан», которое контролирует страну с августа 2021 года. Об этом заявил на пресс-конференции в Душанбе директор агентства по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана Хабибулла Вахидзода, передает Интерфакс. По его словам, последние 2 года в Таджикистане, особенно в приграничных районах, отмечается рост объема задержанных наркотиков из Афганистана. В 2021 году в Таджикистане из незаконного оборота было изъято 4 тонны 83 килограмма наркотиков. В 2022 году 4 тонны 165 килограммов наркотиков. Глава АКН привел данные Управления ООН по наркотикам и преступности, согласно которым в 2021 году площади, отведенные под посевы наркокультур в Афганистане, составляли 177 тысяч гектар, а в 2022 году уже 233 тысячи гектар.
Вахидзода отметила, что на фоне увеличения объемов контрабанды наркотиков из Афганистана в Таджикистан увеличилось число задержаний граждан Афганистана в республике в связи с незаконным оборотом наркотиков. Если в 2021 году за преступления, связанные с наркотиками, в Таджикистане было задержано 8 граждан Афганистана, то в 2022 году 19. Всего в 2022 году в Таджикистане за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, задержано 24 иностранца, в их числе граждане Пакистана, Ирана и Кыргызстана. У них изъято 367 килограммов наркотиков. Центральная соборная мечеть в Душанбе построена при поддержке государства Катар. Скорее всего, будет открыта во втором квартале этого года. Об этом сообщил журналистам сегодня глава комитета по делам религии Сулаймон Давлатзода. Он отметил, что на это время запланирован официальный визит катарской государственной делегации в Таджикистан. Возможно, что новая мечеть в Душанбе будет официально открыта с участием этой делегации, сказал Давлатзода. Напомним, что Центральная соборная мечеть в Душанбе, которая начинала возводиться как самая большая в Центральной Азии, строилась 10 лет и уже несколько лет никак не откроют, ждут катарцев. А тем временем в Казахстане построили и открыли в августе 2022 года самую большую мечеть в Центральной Азии. Высота главного купола составляет почти 90 метров, а минареты возвышаются на высоте 130 метров.